Руслан, смотри, вот из каждого утюга говорят о коварности ковида, а у нас до сих пор в некоторых семьях родители болеют, а детей в школы, в детские сады отправляют. Вот это нормально? Это ненормально, но коронавирус тем и опасен, что он постоянно меняется и мутирует. Да? И вот вспомни, если год назад мы практически не учитывали детский фактор, то теперь он серьезно влияет на общую ситуацию, и дети болеют, и болеют тяжело. Руслан, но ведь ограничения до сих пор касаются только взрослых, а, например, подростки в торговые центры проходят беспрепятственно и без взрослых. Ну, вакцинации они пока не подлежат, Ну, вакцина понятно. детская пока еще в работе, но детские красные ковидные зоны уже работают, и они переполнены. Как раз наша съемочная группа побывала в одной из таких и увидела всю эту печальную картину своими глазами. Давай еще раз сегодня поговорим на тему вакцинации. И ковиде. Детский плач в этом отделении интенсивной терапии то и дело заглушает звуки реанимационного оборудования. Медсестры буквально носятся из комнаты в комнату, ведь их пациенты – новорожденные дети. У ребенка вот оно, хотя 40% поражения. Конечно, они этого не вспомнят, но среди первых смутных картинок, увиденных после рождения, будет именно это. Странно одетые люди и непонятные предметы. С каждым днем становится все больше случаев, когда сюда с диагнозом COVID-19 поступают едва появившиеся на свет пациенты. Это единственный в нашем регионе ковид-госпиталь для самых маленьких пациентов. За 2,5 месяца сюда поступило 50 детей. Благодаря высокому профессионализму врачей 37 из них уже находятся дома. Раньше это было скорее редкостью, теперь повседневность. Практика опровергает расхожее мнение, что дети якобы не болеют тяжело. Здесь в реанимации 2 малыша, оба по ДВЛ. Одному 10 суток, второму месяц. У обоих крупное поражение легких. В основном я вам должна сказать, что тяжело. Самое главное, непредсказуемо. Кто из них как будет поправляться. Для кого-то, скажем так, станет, скажем, тяжелым заболеванием, для кого-то средней степени тяжести. Тем не менее, медики в очередной раз говорят, что есть только один способ защиты – прививка. Это касается и беременных женщин. Вакцинироваться они могут уже с 22-й недели. Единственные, может быть, два способа, я скажу, да, это избегать, во-первых, массовые всякие мероприятия, это раз, не общаться с родственниками, по мере возможности. И второй способ – это, конечно же, прививки. Заведующий инфекционным отделением признается, что работа тяжелая и физически, и морально, особенно когда младенец оказывается по ДВЛ. А ведь этого могло и не случиться, если бы мама и папа вовремя сделали бы прививки. Лучше быть живым с осложнениями, чем мертвым без осложнений. Вот уже совсем скоро 2 года, как мы живем в новой коронавирусной реальности. Ежедневно в средствах массовой информации сводки заболевших, госпитализированных и, к сожалению, погибших от ковида и его последствий. За последние сутки официально из-за ковида Башкирия потеряла 23 человека, а за весь период пандемии 2874. Большинство это наши пожилые люди старше 60 лет. Из каждого утюга наших людей просят, призывают, убеждают привиться от ковида. Для кого-то это норма и гражданская позиция, и таких в республике уже более 50%, а для кого-то прививка – это нарушение его личных прав и почему-то непреодолимое препятствие. Медицинские эксперты всего мира говорят, что вакцинация – главный способ достижения коллективного иммунитета. Но до большого количества людей по-прежнему достучаться не получается. Помогают ли в этом меры мотивации и ограничений? Как изменился ковид и система его лечения? Почему дети начали болеть коронавирусом и при этом тяжело? Эти и другие актуальные вопросы обсуждаем сегодня в прямом эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Науфаль Загидуллин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой БГМУ и практикующий врач, который уже 1,5 года работает в красных ковидных зонах. Галина Пермина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. И Руслан Валиев уже неоднократно был у нас в гостях в передаче «Шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Науфаль, мы уже потеряли счет этим волнам коронавируса. 3-я, 4-я. Скажите, пожалуйста, как скоро ждать нам 5-ю и как изменилось течение болезни коронавируса? Действительно, вирус, он очень молодой, несмотря на то, что
коронавирусы известны достаточно давно, и, в принципе, они в природе существуют даже чуть ли не сотни и тысячи лет. Но именно COVID-19, он был, первый был это первый COVID в 2004 году, Гонконге, и сейчас вот этот COVID появился, он сам по структуре достаточно новый, и поэтому он претерпевает за вот эти 1,5-2 года претерпевает большое количество мутаций. То, что обычно для обычного вируса это нужно 100 лет, 200 лет, он буквально мутирует за вот эти 1,5-2 года. Ну, Фаль, значит ли это, что, вот, допустим, протокол лечения, который был актуален, там, скажем, год назад, да, сейчас требует изменений? Не совсем. Дело в том, что есть два ответа. Первое, дело в том, что мутация – это не то, что он там полностью, он мутирует 0,5%, 0,1%, 1%. То есть небольшая часть. Но с другой стороны, почему претерпевает? Потому что открывает новые препараты. Наоборот, те, которые в прошлом году, например, есть часть препаратов, как гидроксихлорохин, мы в прошлом году всех лечили. Теперь было показано, что за год, что он неэффективен, более того, он повышает смертность. Поэтому протокол лечения изменяется. Но меняется сам свойства вот этих вируса. Если действительно дети у нас в прошлом году практически не болели, у нас заболеваемость, инкубационный период был где-то, ну, в целом где-то 4-6 дней, то сейчас с дельтой инкубационный период он стал меньше, например, 1-4 дня. То есть он мутирует и становится вообще... А насколько тяжелее сейчас само течение болезни? Верно. Значит, действительно изменилось течение, и мы видим по сводкам то, что вы сказали, буквально чуть ли не в десятки раз. Я прошу прощения, да, вот Руслан, Галина, Науфаль, но просто складывается такое стойкое ощущение, и цифры это подтверждают, что и летальных исходов становится больше. В десятки раз по сравнению с прошлым годом. Даже по нашим официальным цифрам вы видите, что умирали в день 1, 2, 3 человека, сейчас 20-30. Это действительно в 10 раз. И так и есть. Больные быстрее оказываются в реанимации. Раньше такого не было. Человек поступал в стационар и затем переводился в реанимацию на вторую-третью неделю. Стремительно все проходит, да? Здесь буквально за неделю, а даже в некоторых случаях за несколько дней. Часто поражается желудочно-кишечный тракт, сердце, и вот такое бурное течение идет. И, к сожалению, оно такое в течение состояние больного может изменяться в течение суток. Утром непредсказуемо, совершенно да? верно. Утром больной нормально, вечером есть такое слово десатурация, когда падает кислород, и он уже может уже в реанимации быть. Спасибо. Руслан, да, вот по своему личному опыту, потому что у тебя, я знаю, много знакомых и, возможно, родственников, да, которые тоже перенесли эту болезнь. По твоим личным ощущениям, наблюдениям, насколько тяжелее стало это все протекать, происходить? По моим ощущениям, это действительно протекает... Официальной статистике верите? Не всегда, но я верю собственным глазам, собственным ощущениям. И я вижу, что в моем кругу стали появляться люди, которые болеют. У меня родители, в конце концов, переболели совсем недавно, не успев вакцинироваться. И люди жалуются. Люди обращаются ко мне как к журналисту порой, да, даже за помощью, там, хотя я вроде и не медик ни разу. Вот. Я подтверждаю, то есть и цифры официальные, и неофициальные, и, соответственно, наблюдения говорят о том, что ситуация становится хуже. Вот. И несмотря на то, что у нас уже опыта много у медиков, и вот эти схемы уже менялись много раз, казалось бы, они должны становиться эффективнее. Да, все должно наоборот как-то устаканиться, стабилизироваться. Да? Да. Но, тем не менее, мы видим, что проблема не только стабилизируется, она усугубляется. Галина, скажите, пожалуйста, помогает ли меры ограничений, с которыми мы живем уже длительное время, разорвать эти цепочки на самом деле и как-то стабилизировать ситуацию? Конечно, помогают, потому что ограничительные меры начали вводиться еще с начала 2020 года, что помогло весной 2020 года снизить нагрузку на медицинские организации, потому что, помните, у нас был такой достаточно такой серьезный локдаун, когда действительно все сидели дома, не работали. Когда никто не знал, что делать, улицы были пустые, как это лечить. И, в общем-то, все боялись. И самое, что было очень полезное в этой истории, все носили маски, все сидели дома. И в общем-то... сейчас что? Ну не бояться, что ли, сейчас... Руслан? Вот как вы вот оцениваете? Сейчас ситуация изменилась. Весну 2020
2020 года мы пережили. Потом лето, когда летом у нас народ всегда расслабляется, начинается. Потом у нас пошли очередные волны. Галина, и да. в течение всех этой истории у нас вводились соответствующие ограничительные Вот мероприятия. вспомните, да, я очень хорошо помню тот период. Мы все ждали, когда же будет вакцина. Да, и вот нам верилось, да, всем разумным людям, что стоит только ввести вакцину в оборот, и мы эту проблему решим. Мы обязательно вернемся к теме вакцины и вакцинации. Система здравоохранения, работая на пределе возможностей, испытывает дефицит медиков. Их не хватает ни в поликлиниках, ни в стационарах. И люди, заболев коронавирусом, часто впадают в панику, бывает, не доверяя врачам по месту жительства, и либо не могут их дождаться, бывает и такое, ищут схемы лечения в интернете. Как себя вести, если появились известные уже всем печальные симптомы, мы спросили у еще одного практикующего врача из красной зоны Антона Тюрина. Давайте посмотрим. Также нужно понять, что в течение этой болезни есть некая стадийность. Первая стадия – это лихорадочная. Она длится от 1 до 10 дней. Температура может сбиваться жаропонижающими, снижаться с их помощью, может нет. Если температура не снижается больше 2 дней, это одно из показаний для госпитализации в стационар для, соответственно, обращения за медицинской помощью. Как правило, у пациентов легкой степени тяжести после снижения температуры происходит регресс, уменьшение всех симптомов, и они выздоравливают. Опять-таки, никаких дополнительных лекарственных препаратов на этой стадии принимать не нужно. Но если процесс затягивается, если идут осложнения, в первую очередь со стороны легких, то, что мы привыкли называть пневмонией, возникает стадия одышки или дыхательной недостаточности. Если одышка более выраженная, то опять-таки это повод для обращения за медицинской помощью и госпитализации для кислородной поддержки. Объективным методом оценки является измерение сатурации. Есть приборчики, пульсоксиметры, надеваются на палец, про них уже тоже все знают за эти 2 года, как они выглядят, они доступны. Если сатурация меньше 93, это повод, так сказать, насторожиться на воздухе и без кислородной поддержки. Если сатурация менее 90, это показание к неотложной госпитализации, чтобы пациенту дать кислород. Науфаль Шамильевич, ну вот большая загадка для моих знакомых, это когда в одной семье болеют коронавирусом в разное время, то есть не заражают друг друга, несмотря на то, что, ну, вроде, извините, спят в одной кровати, да? Вы вот как-то, медики, уже разгадали вот эту вот загадку, почему так происходит? Да, существуют определенные данные по этому поводу. Но первое, есть определенные, как есть инкубационный период, то есть от момента заражения, но есть еще период заразности, да, то есть когда человек, когда находится вирус в ротоглотке, и он заражает. Вот, например, это можно определить при ПЦР-тестировании. И у некоторых наших пациентов, многих людей, да, ну, так есть такое жаргонное слово, проваливается, да, то есть вирус очень быстро из ротоглотки, он уже уходит в легкие. И затем уже человек становится не заразным. Это первый момент. Почему такое может быть? Почему в семье, например, один человек болеет, другой нет? Второй, разный ответ на вирус. У одного человека это будет бурно протекать, он попадет в больницу, в реанимацию, может быть, да? А второй человек, это связано с особенностью иммунного ответа, состоянием организма, какие-то сопутствующие заболевания. Он может протекать очень легко. Например, вот дети, очень многие действительно болели, особенно в прошлом году, совершенно бессимптомно. То есть никаких симптомов не было. Но если бы мы взяли кровь, мы посмотрели бы, увидели, что у них есть антитела, иммуноглобулин М, например, которые говорят о том, что человек перенес. И вот в одной семье один человек может заболеть, а второй, поэтому он, наверное, и переболел, но, в принципе, это было очень легко. Поэтому явно это не проявлялось. А таким людям надо вакцинироваться, раз они так легко перенесли? Вот многие об этом говорят. Я легко перенес, зачем мне вакцинироваться? Перенес болезни. Но дело в том, что совершенно не факт, что если первый раз, а многие уже болеют, Ну, второй да, раз. вот есть такое понятие, как доза.
Да? Зависит ли тяжесть перенесенной болезни от дозы, которую получает человек? Совершенно верно. Есть такое понятие, это называется вирусная нагрузка. Вот. Поэтому всегда, ну, несмотря на то, что вы говорите, семейное заражение, она всегда сильнее, потому что люди находятся в прямом Контактируют друг с другом, да, очень расстояние там минимальное, да, поэтому очень часто вот на стационарах мы видим, у нас муж с женой, они вместе лежат в наших палатах, потому что там вирусная нагрузка очень большая. А если человек все-таки носит маску, старается защититься, то и вирусная нагрузка будет меньше. То есть это количество вирусов, которое попадет в нос и в ротоглотку. И если оно небольшое, то оно вызовет небольшой иммунный ответ, и человек, он будет даже как бы защищен в какой-то степени, потому что у него выработаются антитела при этом. То есть, Науфаль, мы правильно понимаем, давайте резюмируем, да, что если человек даже переболел в легкой форме, это абсолютно не означает, что ему не надо вакцинироваться, что нет такой необходимости. Даже наоборот. Если обычно мы видим, если человек перенес в легкой форме, то концентрация антител у него небольшая. Понимаете? А если человек тяжело переболел, и он уже научен этому, да, то есть он будет обычно беречься. Такие люди мы видим, они после этого уже 100 раз подумают, они будут надевать маску. А если в легкой форме, то и концентрация антител маленькая. И вероятность того, что он заболеет через сколько? Через 2, 3, 4 месяца, она будет высокой. И будет высокой. Вы знаете, я не знаю, наверное, все-таки это, к сожалению, вот за прошедшие уже действительно почти 2 года скоро будет, мы, журналисты, которые очень часто говорят о коронавирусе, тоже становимся уже в какой-то мере там вирусологами, как это ни странно звучит. Вот в отдельно взятой студии, да, мы здесь 100% вакцинированы, все, и даже не один раз. Казалось бы, вакцина, да, это очевидная панацея от этой проблемы. Руслан, вот ты тоже с этим часто сталкиваешься. Ты можешь объяснить, почему вакцинация вызывает до сих пор такие ожесточенные споры у определенных категорий населения? Я сразу за скобки вынесу тех людей, кто, в принципе, всегда выступает против любой вакцинации, не только от коронавируса, но и в принципе. Антипрививочники были всегда, среди молодых мам чаще всего. Вот. И буду говорить, наверное, о тех, кто, в общем, сейчас вдруг задумался о том, что это плохо. Хотя раньше все вакцины они принимали, да, там, в детском возрасте, в школьном Но они же это делали несознательно. Да, ну и своих детей вакцинировали, скажем. Нормально все было, а вот тут вот почему-то конкретно... Ну, тут есть разные значит, составляющие в этой проблеме. Мне кажется, изначально условная пропаганда, да, вот этой необходимости велась непоследовательно, не всегда последовательно, не всегда рационально, начиная с самых верхов. Ну, например, я банально скажу, многие нам говорят, что мы не будем вакцинироваться, потому что мы не видели, как лично вакцинировался там президент России Владимир Путин, который вроде признался, что он сделал спутник Ви, но мы этого не видели на кадрах хотя бы фотохроники, как это было в некоторых странах. Руслан, ну да, мы не видели, мы не верим, да? Вот примерно так. У нас в стране так заведено, наверное, да? Опять же, я не обобщаю, я говорю, что для очень существенной доли населения это является важным критерием. Не видели, не верим, а объект доверия, в общем, для многих один. Хорошо, Руслан, а для вас какой, чему вы верите? Ну, я, опять же, вот... Для вас важно, вакцинировался президент или не важно? Нет, конечно. Я не ждал ни в коем случае этого, значит, события и, соответственно, сюжета по телевидению. Я где-то 6 месяцев с момента появления вакцины ждал, наблюдал за тем, как это происходит, во-первых, у тех моих коллег, кому я доверяю, и, соответственно, у тех коллег, которые напрямую общаются с людьми, которые имеют отношение, во-первых, к разработке вакцины, я имею в виду Центр Гамалеи, и с серьезными светилами медицинской науки, которые, опять же, имеют не просто титул доктора медицинских наук. Являются авторитетом, и у них есть репутация соответствующая. Потому что, как я уже сказал, не всегда ученая степень означает, что человеку можно доверять. Как раз к ученой степени и авторитетному экспертному мнению. Да? Галина, вот в интернете, в соцсетях этих экспертов огромное количество. Да. Вот у вас есть понимание, как у медика с большим стажем, почему люди, большая категория населения, верят этим никому неизвестным экспертам? Почему так происходит? Они верят Роспотребнадзору, допустим, официально. Официально, как мы уже говорили здесь, да, что действительно 30% это те, кто нам верит, и кто-то сразу пошел и провакцинировался. 30% нужно было объяснить, что это действительно единственная возможность защититься на сегодняшний день. И самое главное – остановить пандемию, которая и называется страшным словом пандемия. 30 плюс 30 – 60%. Да. Да? Остаются 40. Остаются 20, которые действительно здесь нужно уже
может быть и кнут, и пряник. Скажите, пожалуйста, а вот вы сами сталкивались, вот, ну, я не знаю, в соцсетях, где-то в разговорах, в житейских, вот, с антипрививочниками? Конечно, сталкивалась, потому что это, к сожалению, не такая уже редкость, эти антипрививочники. Что пишут или говорят вам? Что вас возмущает и на что вы не можете найти ответы и как-то... Довода, да? Для себя, да, убедительного. и для них. Нет, я расписываю, начинают придумывать всякие буквально средневековые мракобесные идеи, которые даже вот современный человек, я даже думаю, это очень сложно такое придумать, но действительно в соцсетях гуляет что-то невероятное, и чипирование там, и что после этого... зомбирование. Да, и что чуть ли не что у тебя рога там после этого вырастут, и детей никогда не будет, и внуков там, и так далее, и тому подобное. Ну вот люди ведь еще, знаете, почему, может быть, не доверяют вакцинам, когда говорят, что я вакцинировался или там мой знакомый вакцинировался и заболел, вакцинировался и умер. Но вот какие слова им-то подобрать? Вот как с ними разговаривать? Мы регулярно даем официальную статистику. На сегодняшний день у нас в республике процент заболевших после вакцины составляет 0,6%. Это официальная, достоверная статистика. То есть вот те, кто провакцинировался и заболел, тем более, что сейчас, как выяснилось, что тоже очень такой факт нелицеприятный, что есть еще и фальсификация сертификатов, и фальсификация вакцинации, которая тоже портит нашу статистику. Которые, да, потому что мы предполагаем, да, что большое количество так называемых, в кавычках, вакцинированных, которые госпитализируют, на самом деле у них фальшивые сертификаты. И у них нет Но ведь внутри мы их вакцины. никак не проверим, фальшивый он у них Я или думаю, нет. и нам обещали уже, что в скором времени появится какой-то маркер, либо тесты, которые будут определять, на самом ли деле человек привился. Мы обязательно продолжим эту тему вакцинации и могут ли вакцинированные болеть. Это действительно всех интересует. А сейчас напомню, что в прямом эфире БСТ программа «Честно говорят». И сегодня мы обсуждаем мотивацию вакцинации. По официальной статистике, больше половины взрослого населения республики сделали прививку от коронавируса. Послушаем мнение «за» и «против», обсудим. С самого утра в пункте вакцинации в Конгресс-холле Таратал очередь. Почти все эти люди получают прививку от ковида впервые. У каждого своя причина сюда прийти. Кто-то перед отпуском, кто-то ради работы, кто-то ради здоровья близких, пожилых людей. Думаю, что очень много социальных сетей, которые, наверное, сеют лишнюю информацию, наверное, людям в голову. Они начинают обращать недоверие к людям, недоверие к правительству, к всему остальному. Ну, не более того. Подтолкнуло к вакцинации людей и объявленные Роспотребнадзором новые ограничения. С 18 декабря работодатели имеют право отстранить сотрудника без прививки от ковида. Справку надо мне зачем? Только из-за справки? Да. Да я думаю, живу через дорогу домой. На работу устраиваться надо. То есть на работу без справки вас не берут, да? Да. В поликлинике Уфимского онкодиспансера хоть и не прививают, вопросы вакцинации обсуждают на каждом приеме. Люди с онкологическими заболеваниями в группе риска. Коронавирус у них может протекать особенно тяжело. Мы все видим наших пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, тех, кто выжил, тем, кому повезло. И мы видим, что без последствий это не проходит. Обостряются и наши урологические заболевания, и сердечно-сосудистые заболевания. Ну, вся практически патология, вся хроническая патология обостряется, вылезает, и появляется много других ранее неведанных нам синдромов и симптомов, которые люди получают после перенесенного заболевания. Они до конца, во-первых, не изучены, во-вторых, они снижают иммунитет, а в-третьих, даже привитый человек может распространять эту заразу. Сомнения пациентов онкодиспансера понять можно. Еще недавно онкологические заболевания были в списке противопоказаний для вакцинации от ковида. Но накопленный врачами опыт позволил сделать вывод. Прививать людей с онкозаболеваниями не только можно, но и необходимо. Главное – подобрать время. Прививка
повторяюсь, дело важное и нужное, но есть некоторые детали, некоторые, скажем так, детальные особенности, которые не позволяют делать пациентам прививку. Во-первых, это те пациенты, у которых, к сожалению, не прогнозируется высокая продолжительность жизни. Пациенты с очень плохим функциональным статусом, которым рекомендовано только симптоматическое лечение до конца жизни, к сожалению. Вот. Это пациенты с каким-нибудь осложнением, пациенты в острый период. Им, конечно же, дополнительная нагрузка не рекомендуется. На этот период им рекомендовано решение вопроса о прививке отложить. Специалисты точно знают, даже побочные действия и дискомфорт после вакцинации не так страшны, как сама болезнь. Рекомендуем делать вакцину, если пациенты, то есть стабильные, на диспансерном учете уже больше 3 лет, без рецидивов и метастазов. Вот. То есть, в принципе, можно сделать вакцину. Собственно, как мы и обещали, да, до сюжета, давайте вернемся к вопросу, который интересует многих и во многом на который опираются так называемые антиваксеры. Да? Могут ли болеть вакцинированные? Уфаль. Вакцинированные болеть могут, но... В вашей практике много болеет вакцинированных? Ну, достаточно встречается. Но смысл в том, что они болеют легко. И прежде всего смысл вакцинации не в том, что человек никогда бы не заболел. То есть это не стопроцентная гарантия, об этом никто не говорит, да? Но в том, чтобы он не попадет в отделение реанимации, и что он не умрет. Вот это самое главное, для чего проводится вакцинация. Если смотреть американские данные, и вот как раз Галина говорила про наши, умирают где-то соотношение, это в Великобритании, в США, где-то 1 к 15. То есть на 14 человек невакцинированных умирает 1 вакцинированный. Вот примерно такое соотношение. То же самое мы видим в отделениях реанимации. В отделениях реанимации 90-95% лежит это невакцинированное. 90-95%? Да. Вот. Но может, конечно, такое быть, уже времени уже 1,5 года проходит. Если человек вакцинировался достаточно давно, это нормально. Титр, вот как раз Руслан говорил, титр антител он постепенно снижает. Это вообще свойство человека. Он ответил на вирус, появился титр антител, и потом со временем снижается. И вот любая, например, от гриппа вакцинация, почему она каждый раз повторяется 1 раз в год осенью? Потому что титр антител падает, и это абсолютно нормально. Фаль, еще один вопрос. Да? Очень часто приходится встречать, что человек вакцинировался и считает, что теперь ему можно все. Он не обязан ни предохраняться, ни профилактироваться, ни мыть руки, да, грубо говоря. Это так? Совершенно не так. Причем здесь очень еще важный момент. После вакцинации есть где-то 2 недели, когда вообще, в принципе, может быть, немножко такой крамоль, в вакцинации, экстренной вакцинации ничего хорошего нет. В принципе. Но, с другой стороны, мы находимся в такой ситуации, что выбора нет, понимаете? Мы находимся во многих случаях на грани жизни и смерти. Это нужно для того, чтобы сохранить наше население, чтобы не умереть, чтобы наши родители не заболели, не дай бог, что с ними случилось, чтобы дети не заболели. Вот для чего нужна вакцинация. Это не прихоть какая-то. Насколько это реально... тяжело переносят ковид вот те больные, с которыми вы сейчас работаете, пациенты? Ну, все по-разному. Но еще раз, то, что вы, Руслан, спрашивали, действительно, вакцинированные, они переносят легче. Во многих случаях оно протекает как обычное ОРВИ. Но в этом есть определенная, это хорошо, да, но есть в этом и определенная загвоздка, потому что они считают, у кого там кашля нет, у кого недомогания нет, да, и они не носят маску, да, я же вакцинирован. Они считают себя гарантированно защищенными. И особенно опасно, вот я обязательно хотел всем сказать, что после вакцинации 1-2 неделя наиболее опасна. Потому что антитела еще не выработались, и многие говорят, вот я вакцинировался, после этого попал в больницу, потому что это 1-2 неделя. 1-2 неделя это как вакцинация, в какой-то степени это инфекция. Мы вводим чужеродный белок, на него организм и первые несколько дней идет определенное ослабление иммунитета. Если в этот момент времени не беречься, не носить маску, где-то... Вот хорошее слово, беречься. Да, нужно конечно. Беречься. Ревакцинация, да, Руслан? Руслан.
Сколько антител осталось после вашей вакцинации? И будете ли вы ревакцинироваться? Ну вот как раз-таки в перерыве я задал коллегам вопрос, потому что мне непонятна ситуация. Когда я сдавал перед первой вакцинацией, единицы измерения в лаборатории были одни. Да, Сейчас я сдаю значит, через полгода в той же лаборатории. А вы задаете его прямо в эфире, в прямом эфире, тот вопрос, который вы задавали в перерыве. Да, это была клиника МИГИ. Я вопрос, кстати, на горячую линию адресовал. Мне обещали перезвонить, так и не перезвонили. Но мне кто-то объяснил, что просто сейчас в принципе изменились, оказывается, единицы измерения. Раньше вот были одни, Они теперь все другие. сейчас, вот расскажите, что с единицами измерения антител произошло, и будут ли они опять меняться, либо мы можем уже как-то сравнивать, Кто что лучше было, ответит на этот вопрос? Галина, Я Науфаль? думаю, Науфаль. Науфаль. Да. Действительно, есть разные Коротко, если системы. можно. Очень коротко. Есть разные системы. И разные компании, разные лаборатории закупают разные системы. Ну, как очень просто ориентироваться? Вы когда открываете ваш результат, там есть понятие референсное значение. То есть это норма. Вы смотрите, ну, например, Руслан говорит, что 30, да? Ну, не принципиально. А референсное значение 10. Да. Это значит, вы делите ваш полученный титр на референсное значение. Это значит, что у вас в 3 раза больше, значит, если в прошлом году 3-4 раза было достаточно для прошлого вируса, то для дельты нужно 10 и больше. То есть, если бы у него осталось в данном случае, например, 100, то в принципе, так вот можно считать, что более-менее нормально. Если примерно средний срок, необходимый для ревакцинации после вакцинации, сколько это? Полгода, либо год? Галина Сколько? Яковлевна, что Галина. сейчас Ну, на говорит сегодняшний день Роспотребнадзор? рекомендуют после 6 месяцев провести ревакцинацию. Каждые полгода? Пока да. Пока у нас идет вот этот период пандемии, на сегодняшний день нужно ревакцинироваться через 6 месяцев. Надо узнавать свои антитела, ведь в течение этих 6 месяцев, если вдруг там перенес человек инфекцию, у него же выросли антитела вроде бы, ну и как бы... Вот сегодня мы уже это озвучивали, коллега говорил, что титр антител, он снижается после того, как проведена вакцинация. Да. И это срок примерно 6 месяцев. То есть за 6 месяцев... Но если этот человек не столкнулся с вирусом... Коллеги, вот, допустим, у меня возникает ощущение, что титр антител на сегодняшний день уже не имеет такого решающего значения, как мы придавали этому вопросу еще, там, скажем, год назад, да? В любом случае, ну, Уфаль, это так? Совершенно верно, да. Независимо от наличия титра антител и их величины. Во всех медицинских нормативных документах, регламентирующих сегодня вакцинацию, говорится, что антитела не являются противопоказанием, наличие антител не является противопоказанием для проведения вакцинации. И не является методводом, да? Совершенно верно. Вот здесь бы я, наверное, пытался как-то объяснить, почему это так происходит. Я часто это слышу как раз-таки у тех, кто возражает. Зачем дополнительно ослаблять организм, который и так справляется с вирусом, и у него высокие антитела, да? То есть болел он или прививался, неважно, они же высокие, зачем ослаблять дополнительной прививкой? Вот люди у тебя есть ответ на этот вопрос? У меня нет, Давай, я вот как раз-таки, да. Дело в том, что вот этот идет, опять же, я говорил, что вирус мутирует. И вирус мутирует, и если титр антител в прошлом году говорили, что достаточно превышения референсного значения в 3-4 раза, то сейчас говорят в 10 раз, понимаете? Хорошо, если вирус мутирует вакцину, если мы говорим о спутнике, ее над ней как-то работают, ну, под изменение, вот под дельту переделали спутник? Смотрите, значит, если мы переделаем спутник, то, к сожалению, нужно проводить опять клинические исследования, публиковать в журнале Lancet, как это было сделано. Нельзя просто так изменить и просто всем давать. Для этого нужно подтверждение. И поэтому, то есть, например, американские вакцины Moderna, Pfizer и наши, они проведены но там при спутнике, почему она двухкомпонентная? Там уже зашито вот этот шип, да, с помощью которой вирус фиксируется клетки. И сделано 2 варианта. Как бы. Почему он фиксируется? Сделано так с запасом, понимаете, на долгое время, чтобы данный вирус, вернее, данная вакцина, она работала достаточно длинное. Спасибо. Да, понятно. Да, спасибо. Мы вернемся к этому разговору еще обязательно. В Башкортостане ближе всех к созданию коллективного иммунитета в Буздякском районе 80% взрослых вакцинировались. В других районах есть отдельные села с самыми дружными и ответственными жителями в вопросе прививки от ковида. Посмотрим, что их так сплачивает.
Купировать пандемию сможет только коллективный иммунитет. Для этого необходима вакцинация. С этим согласны жители села Ольхово в Уфимском районе. Этот населенный пункт считается самым вакцинированным в республике. Здесь привито 80% населения. Мир, дружба и общая вакцинация спасет от коронавируса. Так считают жители Ольхового и на аргументы антиваксеров не обращают внимания. Мы такие фейки вообще не смотрим и не хотим слышать. Против оспы, против всего же. Раньше же делали прививки и остановилось это все. Но теперь, я думаю, и ковид остановится у нас только этим путем. В формировании коллективного иммунитета люди подошли основательно. Из 900 проживающих привились 700 человек. Оставшиеся 200 – это те, кто имеет медотвод, беременные и дети. Как таковой вспышки у нас еще здесь не было. У нас бывает в одной семье, в двух семьях, а так, чтобы по 3-4 семьи, чтобы по 10-15 человек не было в этом селе. Высокую явку на вакцинацию своим авторитетом обеспечила заведующая ФАПом Раушания Муслимова, медик с 37-летним стажем. Ее тут знают все и слушают. Пытаюсь ко всему возрасту отнестись ко всем внимательно. Так, спустя рукава здесь халатность не пройдет, халтура не пройдет. Здесь надо работать. А еще жители Ольхового надеются получить от вакцинации не только антитела, но и приз в 100 тысяч рублей, как Альфия Шарафуддинова. Жительница Стерлитамака сделала прививку и даже не знала, что автоматически участвует в государственной лотерее среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Деньги хочет потратить на медикаменты и реабилитацию своей дочери и новорожденной внучки, которые недавно вернулись из красной зоны роддома. Про розыгрыши я вообще не знала. Ну, и когда мне в госуслуге пришло сообщение, что якобы я выиграла приз, я вообще очень удивилась, ну, поверила, так как это госуслуги. Ну, естественно, залезла в интернет, думаю, что это такое. Ну и только там я прочла, что, оказывается, 14 октября был розыгрыш. И вот именно, что мой номер сертификата попал вот в выигрыш. Галина, но мы вместе с Роспотребнадзором уже длительное время живем в режиме ограничений той или иной степени жесткости. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете по опыту, что более эффективно, меры принуждения или поощрения, или сочетание их в какой-то мере? Вакцинация. Как мы уже говорили, да, какой-то части населения нужно принуждение, какое-то поощрение. Ну, Вот. резерв населения и жителей, которых можно было убедить, которые слушали разумные доводы, видимо, оно уже исчерпано. Да? Да, поэтому здесь ограничительные меры, они на сегодня самые эффективные, потому что на сегодняшний день наша задача ограничить контакты, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что мы готовимся к 18 декабря, когда будут введены меры для работодателей. Меры ответственности для работодателей за своих невакцинированных сотрудников. Что будет делать Роспотребнадзор в случае выявления таких? Вы совершенно правильно говорите, а именно документ, который у нас вышел в октябре, это постановление о обязательной вакцинации отдельных контингентов, подписанный главным государственным санитарным врачом Республики Башкортостан, который обязывает работодателей, граждан по, соответственно, перечню контингента, а туда входит 60+, это образовательные, работники образования, медицинские работники, работники сферы услуг. В общем, вот там перечень такой достаточно большой. Перечень, да. Большой. Но это перечень. еще не обязательная вакцинация? Это обязательная вакцинация. Это постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. И она обязательна для исполнения для граждан и для работодателей. Там какие штрафные санкции предусмотрены? Вот, допустим, для работодателей. Да, вот вы озвучили две цифры. Это 18 ноября и 18 декабря. То есть первая вакцинодача должна закончиться 18 ноября. Вторая вакцинация должна пройти, то есть вторая прививка, вот двукратная у нас вакцинация для основного контингента. До 18 декабря. После 18 декабря наступает
ответственность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые не организовали вакцинацию в своих коллективах. Понятно, спасибо. Руслан, к вопросу прав человека, да? К которым, как мы знаем, ты и «Эхо Москвы» тоже очень внимательно относится. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как вы считаете, где эта красная черта между личными правами отдельно взятого человека и уже общественной безопасностью, где эти права личности можно ограничить в общих интересах? Ну, постараюсь быть максимально объективным, несмотря на то, что я сторонник вакцинации, да, и как бы вроде бы должен соглашаться с этими мерами, потому что это приводит к общему результату. Многие, кто против, они говорят, что нарушаются их права этим самым. Где-то они правы, потому что на местах бывают перегибы. Вот я уже знаю случаи, когда работодатель требует вакцинироваться всех своих сотрудников, включая тех, у кого есть реальные противопоказания. То есть нет индивидуального подхода, и вот эти бедные люди, учителя, например, вынуждены в итоге идти на незаконные методы, покупать эти самые сертификаты. То есть вот это возникает на этом фоне. Но это не значит, что я вот против, да, соответственно, такого относительно силового принуждения или убеждения. Принуждение. Вот. Права человека – это, конечно, святое, но тут, опять же, есть экстренная ситуация. Экстренная ситуация – это вот коронавирус, в котором мы живем. Это, ну, пусть не война, но что-то близкое. Вот. И, соответственно, вот на какие-то вещи на нужно какие-то идти. уступки надо идти, да. И вот, продолжая эту тему, Науфаль, скажи, пожалуйста, вот война с ковидом – это война. Действительно, на взгляд врачей, все средства в этой войне хороши? Вот коротко. Ну, наверное, несмотря на экстремальные ситуации, наверное, не все средства хороши, да, все равно есть какие-то общечеловеческие такие принципы, да, на которые нельзя нарушать. Но здесь, конечно, мы боремся за жизнь. И каждый индивидуально борется за свою жизнь, за жизнь своих родных, близких, детей, родителей. Поэтому, конечно, надо сделать максимально возможно. И пример других стран известен. Об этом например, тоже нам говорят. Да, вот Ирландия, Великобритания, там, например, несмотря на то, что... Спасибо. Да, спасибо, да. Ну, наше эфирное время уже истекает. Большое вам спасибо, уважаемые гости, что пришли за предметный, конструктивный и, главное, честный разговор. В войне с ковидом мы несем серьезные потери, и вот теперь, когда есть реальное оружие против коварного врага, выяснилось, что для вакцинации нужна дополнительная мотивация и всеобщая мобилизация. На войне как на войне, и для победы все средства хороши. Уж больно дорогой ценой дается этот чертов ковид. До свидания, берегите себя, своих близких, прививайтесь и смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.